Всем привет! Сегодня мы с вами вместе делаем упражнение номер 39 к 9 уроку на страничке 30. Мы с вами будем выбирать вспомогательный глагол do или does. Ну, давайте, во-первых, вспомним, когда у нас употребляется глагол do, а когда does. Я думаю, что вы уже понимаете, что раз речь идет о вопросах, то глагол do или does мы ставим с вами на первое место. Да? Для того, чтобы задать общий вопрос, мы глагол ставим на первое место. А вот когда мы употребляем do, а когда does? Вот у вас does уже на экране, потому что проще всего запомнить, когда употребляется именно does. Вот если в вашем предложении главное действующее лицо он или она, а может быть какой-то предмет или животное, да, тогда это подлежащее it, то в таких случаях мы используем вспомогательный глагол does. Всего три слова. He, she, it. Давайте посмотрим пример. Does he like apples? Он любит яблоки? Смотрите, вот у вас подлежащее. He подчеркнуто одной чертой. Вспомогательный глагол перед ним стоит does. Мы с вами помним, что does, вот как вспомогательный глагол, он не переводится. Соответственно, мы переводим с вами подлежащее he, сказуемое like. И получилось, что у нас с вами? Он любит яблоки? А когда будет do? Ну, тут уже проще простого. Если does это he, she, it, то do все остальные местоимения. I, you, we, they. Вот посмотрите пример, который у нас с вами есть. Do they like apples? Они любят яблоки? И вот перед подлежащим they, оно у вас подчеркнуто одной чертой, стоит вспомогательный глагол do. Он точно так же, как и does, не переводится и нужен для того, чтобы у нас получился вопрос. Давайте с вами рассмотрим примеры, которые даны у нас в упражнении. Итак, первое предложение. They like nuts. Они любят орехи. Для того, чтобы получился вопрос, мы с вами помним, мы на первое место перед подлежащим должны поставить глагол. Выбирайте do или does. Молодцы, быстро, соображаете. Конечно, если подлежащее they, то есть вспомогательный глагол будет do. Do they like nuts? Они любят орехи. Так, следующий пример. He likes nuts. Он любит орехи. Смотрите, пожалуйста, почему я подчеркнула и выделила красным цветом букву S у глагола. Кто сообразил? Он любит орехи. Конечно, потому что именно это S и убежит у нас вспомогательный глагол. Смотрите, в вопросе этой буквы S уже нет. А где она? Она в does. Does he like nuts? Итак, подлежащее he, он, значит, вспомогательный глагол does. И заметьте еще раз, буковка S от глагола likes убежала именно туда, в does. Второй уже буквы S не будет. Does he like nuts? Ну, еще один пример посмотрим. She likes nuts. Она любит орехи. Чтобы задать вопрос, у нас что-то должно стоять перед подлежащим. Это что-то будет вспомогательным глаголом does. Молодцы. Does she like nuts? Внимание, обратите, пожалуйста, что у глагола like уже буквы S не будет, она убежала в does. Ну а дальше самостоятельно. Успехов!